Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Горном районе бывший муж 4 раза проникал в дом экс-супруги и похитил золото и бриллиантов более чем на 100 тысяч рублей. Он приходил к бывшему дому ранним утром и незаметно прятался за бочкой в котельной. Мужчина дожидался, чтобы все члены семьи уехали на учебу или работу, затем выходил из своего укрытия и похищал ювелирные украшения. После чего он покидал дом через окно. Таким образом, подозреваемый совершил 4 кражи и похитил у бывшей супруги кольцо с бриллиантом, 2 золотые цепочки, золотую подвеску и золотую литую цепь. Полицейским удалось установить место сбыта золотых украшений. Похищенные вещи возвращены законной владелице. Возбуждено 4 уголовных дела по статье «Кража». 30-летний уроженец Нюрбинского района придумал схему по мошенничеству с сеном. В Намском районе в полицию обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный выманил у него 13 тысяч рублей. Потерпевший дал объявление о покупке сена, а вскоре к нему позвонил неизвестный и сказал, что продаст 3 тонны за 8 тысяч и даже доставит его, если ему сделают предоплату. Потерпевший согласился. Через несколько часов лжепродавец сообщил, что собирается ехать, но у него не хватает денег, чтобы заправить машину, поэтому он попросил одолжить еще 5 тысяч. Деньги были переведены, и продавец отключил телефон. Как оказалось, мошенник называл номера своих знакомых, которые ранее предупреждал о том, что на них счета должны поступить деньги. Затем он просил их снять и забирал. Теперь ему грозит 5 лет лишения свободы. Человек с ограниченными возможностями здоровья пострадал в здании одной из стоматологических клиник столицы республики. Летом этого года инвалид первой группы, передвигающийся на кресле каталки, упал с лестницы в медицинском учреждении. При этом получил переломы и кататравмы. Установлено, что здание не приспособлено для инвалидов. В ходе проверки установлено, что административное здание, в котором располагается клиника, недоступно для инвалидов и маломобильных групп населения. В нарушении федерального закона о социальной защите инвалидов Российской Федерации собственниками здания меры по обеспечению доступности объекта не приняты. В частности, отсутствует пандус, указатели направлений, таблицы с указателем этажности, поручни, напольные управляющие указатели и другое. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес собственников здания представление, а также обратилась в интересах пострадавшего лица с ограниченными возможностями здоровья в суд с заявлением о возмещении причиненного ему морального вреда в связи с нанесенным вредом здоровью. По результатам рассмотрения иска прокурора суд взыскал в пользу пострадавшего 600 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу. Водитель перевернувшейся лодки в Тампонском районе помещен под домашний арест. Местный житель оказывал услуги по перевозке 8 пассажиров по реке Алдан на маломерном судне. На значительном удалении от берега лодка опрокинулась, все находившиеся на ее борту упали в воду. В результате происшествия 3 пассажира погибли, 1 числится пропавшей без вести. Белка, доставленная с огнестрельными ранениями в Ленский ветеринарный пункт и отправленная на передержку на станцию юных натуралистов города Ленска, скончалась сегодня ночью. Как сообщили в станции юных натуралистов, после ветпункта белку доставили на станцию. Ей было очень плохо, она не могла сесть, очень сильно хрипела, не было аппетита. Ей давали воду и чистили для нее кедровые орешки, сообщили сотрудники станции. Они также добавили, что у белки были раны по центру головы и на лопатке. Ранее мы сообщали, что 22 октября ветврачи Ленского ветеринарного пункта помогли раненой белке, которую подобрал в лесу житель Ленска. В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве девочки, пропавшей на прошлой неделе. Она ушла из дома в пятницу утром. Были начаты поиски и следственные мероприятия. В понедельник были получены данные о причастности 45-летнего мужчины к убийству. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли по месту его жительства. В 2008 году мужчина вышел из тюрьмы, где сидел за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. По какому преступлению? Кто не делал ничего. Ну ты хоть знаешь, зачем пришли сюда? Зачем пришли ты сюда, знаешь? Нет. Чего ищем-то? А? Я знаю, что потерялась девчонка и все. А что сюда пришли? Чтобы повешать на меня, да и все. Что за девчонка-то? А я откуда знаю? На телефон Ну, смотрел чей?
Нет. Не смотрел. А фотографии там появились какие-то уже. Так это мои фотографии, я туда флешку ставил. Более 230 кустов конопли изъяли полицейские из Архангельска. В ходе спецоперации, проведенной на дебаркадере на реке Кузнечиха, задержаны 3 подозреваемых. Им грозит тюремное заключение сроком до 8 лет, рассказывает Артем Сторонов. Российское МВД опубликовало видеозапись, на которой архангельские полицейские берут штурмом дебаркадер у берега реки Кузнечиха. По данным правоохранительных органов, здесь была обнаружена плантация конопли. В ходе спецоперации были также задержаны 3 человека, говорит официальный представитель министерства Ирина Волк. В результате спецоперации было обнаружено и изъято более 230 кустов растений, содержащих наркотическое вещество, а также приспособления для полива и другое вспомогательное оборудование. По данным следователей, все 3 задержанных, мужчины в возрасте от 43 до 54 лет, ранее уже были судимы. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, группой лиц по предварительному сговору». Одному из задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. 2 других находятся под подпиской о невыезде. Всем им грозит лишение свободы на срок до 8 лет. 1 человек пострадал и свыше 2000 были эвакуированы в результате взрыва цистерны со спиртом на алкогольной фабрике в центре мексиканской столицы. Причина инцидента пока не сообщается. Подробности в репортаже Рейтер. Мощный взрыв произошел днем в понедельник на алкогольной фабрике в центре Мехико. Огромный огненный шар, взлетающий высоко в небо, запечатлели на видео очевидцы. По данным местной службы гражданской обороны, взорвался резервуар со спиртом. 1 человек, мужчина 65 лет, получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Власти эвакуировали более 2000 жителей прилегающих районов. Прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание. Что именно стало причиной взрыва, пока не сообщается. На этом пока все. Берегите себя.